В Нерюнгринском районе продолжается подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это и проведение традиционных уроков патриотического воспитания в школах, и акция «Георгиевская лента». А Нерюнгринский музей к празднику подготовил необычную выставку. Тему продолжит Иван Лазаренко. Музей истории освоения Южной Якутии в преддверии самого главного праздника страны – Дня Победы организовал в своих лучших традициях очередную выставку, посвященную этому великому празднику. Мы сегодня открываем победные истории музея города Нерюнгри. Это действительно такая серьезная выставка сегодня будет. Я хочу поздравить их с реализацией этих планов. И также от себя и от всей городской администрации, от нашей команды поздравить всех жителей города Нерюнгринского района с предстоящей великой победой. Это та победа, которую советский народ совместно ковал, выстрадал и победил то зло, которое было. К сожалению, те события возвращаются сейчас, но у меня нет ни минуты сомнения, что мы очередной раз победим. Дорогие друзья, с Днем Победы! После торжественного концерта и открытия выставка начала свою работу и вызвала большой интерес у первых посетителей музея. Выставка включает в себя более 20 плакатов, 10 из которых анимированы и помечены QR-кодом. Любой посетитель может подойти и при помощи своего смартфона оживить эти плакаты. Выставка «Путь к победе» – это такой удивительный симбиоз искусства и новейших технологий и вызывает огромный интерес у жителей Нерюнгринского района. Выставка продлится до конца мая, но уже, по словам администрации музея, поступают многочисленные заявки от трудовых коллективов района с просьбой продлить выставку на более долгий срок. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.